идея, на самом деле, изначально возникла после того, как еще до того, как я узнала, что, например, будут проходить в Красном Затоне на, ну, назовем это кладбище кораблей, хотя это не совсем верно, потому что жизнь, она там вовсю кипит, и, как Анжела Русикова сказала, там присутствует огромная любовь со стороны людей, которые там работают. Но, безусловно, нельзя уйти от того факта, что вот как раз за несколько дней до того, как я узнала, что в Затоне там проходит это мероприятие, я в интернете увидела вот подобный вот снимок о том, что раньше там находилось такое огромное буйство и праздник из 100 кораблей, и потом, когда мы туда, мы увидели, что те корабли, которые имели такую яркую, активную жизнь, они потом просто остались находиться на траве. И потом у меня была идея, как показать достаточно просто донести до зрителя о том, что было, о том, что стало, и чтобы это не было каким-то морализаторством, а просто чтобы люди могли окунуться в ту эстетику, в ту жизнь, которая там была. Потому что все, что там происходило, и даже что там происходит сейчас, меня лично приводит в какой-то огромный, колоссальный восторг. И поэтому у меня возникла идея сделать стереограммы. Это достаточно... Вот раньше, вот в советское время, может быть, кто-то помнит, были такие календарики, и сам прием, он достаточно распространенный. И я взяла исторические фотографии, которые были сделаны в Красном Затоне там примерно 60-е, 70-е, 80-е, и наложила на существующую ситуацию с таким ходом развития, что вот еще хорошо все, а потом такое угасание происходит. Но это ни в коем случае не говорит о том, что там сейчас все плохо, это, скорее всего, про память места, потому что на самом деле, когда мы находились там, лично я испытывала какое-то бесконечное колоссальное счастье, потому что все-таки корабли, они помнят. Корабли, они помнят. Это сам металл, то, что все-таки, наверное, самые счастливые люди — это моряки, по мне так. И потому что они заходили на свою палубу и мчались по реке, и были безумно, бесконечно счастливы. Все-таки эти корабли, они до сих пор, даже несмотря на то, что они на мели, это какое-то бесконечное, безумное счастье, свободы и радости. И поэтому вот я попросила как в очередной раз Дарью Федоркову написать тоже такие тексты размышления на эту тему. И вот у нас с ней родился такой проект «Якоря».